Не знаю кто. Медвежата, говорит, не спустились так, а они как десантники спрыгнули. Жбут, говорит. А до пенсии нам еще 20 лет пахать. Красивый. Проверим, что внутри. Открыл окно, ребят. Поранил руку. Короче, чтобы проветрилось, там запах этого плесени. Целый день пусть открытым будет, а на ночь мы закроем. Так. О! Чаек закипел. Чаек смородина. Пусть тут томится. Заваривается. Он такой зеленого чая, цвет зеленого чая будет такой, ну, потемнее. И сейчас уже приготовил 2 банки каши, откроем, нагреем на растительном масле в этой сковороде. Такой завтрак. Яйцо будет и много вкусняшек. Тут зелень, конфеты. Летний вариант еды. Огурцы. Свои огурцы с парника. Еще с собой. Да, Тулан? О, хорошо, ветерок поднялся. Ветер. Комаров нету, мошкары нету. Вообще классно. Вообще то здесь издаван. Идеальная погода. Еще бы не было дождя. Сегодня-завтра. Так. Ну тут рисовая каша. Моя любимая. Кто-то спускается. Собака там у него. Не знаю кто. Так и не узнал, кто там был. Старый пес у него. Или Ванька был. Похоже на Ваньку. Вот ты что? Видишь, хоть умно? Иди. Вот тебе сухари. Грызи. О, как вкусно грызет. Кириешки. Сладкие кириешки. Пусть ест. Так. У нас тоже. Сейчас нагреем кашу за родину нашу. С дымком будет. Каша с дымком. Что-то неровно стоит печка. О, тихонько там тоже кипит чай. Все, ждем, как нагреется, будем завтракать. Время сейчас 9 часов 50 минут. Сколько времени уже прошло, пока мы ехали, косили тут, Денис косил тут. С плесенью там разбираюсь время от времени. Продувает все четко.
снаружи дом, избушка как новая, а снутри плесень. Тучи надвигаются, пасмурно становится. Так, ну да ладно. Чуть позже сварю еще суп из грибов. Я ожидал, что столько грибов наберем по пути. Сейчас покажу. Вот смотрите, ребят, сколько грибов, целое ведро. Тут вынес матрас, поролон, тоже весь коричневый. Пусть на солнце, там все микробы побывает солнце, ультрафиолет. Еще дам. Minä shai peleissä. Рябина не хочет. Ай, давай, голос, 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 голос. Мой, ха-ха-ха, ха-ха-ха. На, ха-ха-ха. Ну все, ребята, стол накрыт. Нагрели кашу. Каша, к чаю конфеты, вот такие шоколадки. Сухари. Яйцо, кашу с яйцом будем кушать, зелень, свои огурцы. Тут укроп, тут тоже огурцы, хлеб. Ну и чай там еще. Сейчас покушаем и чай попьем. Чай смородина. Свежая смородина там, листья. В общем, завтракаем. Там листья, наверное, забили дыркой. Вот такой зеленого цвета. Но он еще темнее будет. Запах по всей тайге уже идет. Вкус запаха смородины черной. Это не ужин, конечно. Обычно я рассказываю за ужином. Я сейчас вспомнил историю одну. Сейчас тоже знакомый ко мне приходил. Ну, у меня первый вопрос. Если как в лесу ягоды есть, нету. Медведей видели, нет. И он тоже историю свою рассказал. Говорит, пошел, говорит, я на охоту на рябчика. Иду, говорит, и такой густой лес, тоже такая вот, как сказать, березы там и елка, говорит, мощная елка там. И из-под этой елки, говорит, выскочили два медвежонка. И прям возле меня, говорит, пробежали, буквально рядом, возле меня. И сразу поднялись на дерево. На дерево поднялись и смотрят вниз. Я, говорит, замер, где-то, думаю, медведица должна быть. И медведицы нету. Вот такая елка большая и вот это, как сказать, ветки такие крупные. И оказывается, медведица была за елкой. Она лежала и спала, не слышала ничего такого тревожного. Медведица, говорит, нос подняла, так носом, говорит, не чувствует меня. А я, говорит, вижу ее нормально так. И я такой звук, говорит, дала, я не знаю, вот как-то, ну, по-свойски, по-медвежьи. И медвежата, говорит, не спустились так, а они как десантники спрыгнули. Жбут, говорит, так на землю упали. И в кучу, говорит, собрались, а медведица так и не поняла, от чего медвежата убежали у нее. И смотрю, говорит, и я замер, говорит, так за кустами, так, ну, за березами, смотрю. А у меня, говорит, для рябчика там 3 патрона и все. Потом от избушки где-то с километр. Потом смотрю, говорит, медведица, ну все равно себя страхует, от чего медвежата убежали. И начал, говорит, круг делать, круговую обходить. Я, говорит, быстро побежал в избушку, взял пули,
там отец у него был, и этот, Пуля говорит, я, говорит, за медведем пошел. Собаку, говорит, взял, и пошли на то место. Собака говорит, давай ищи. Собака говорит, побежала туда, я не знаю, метров 30 сходила, нет. Пришла довольно, рот открытый, язык высунула, смеется и пошла в сторону избушка обратно. Вот такая история, в общем. Ну, встреча такая была с медведем. А если учуял там охотника, не знаю, что произошло бы. Сейчас в Ютубе тоже видел, я не знаю, на какой канал я попадал, там хорошая съемка была. Именно медведица, как два медвежата поднялись на высокую сосну, а медведица там туда-сюда бегает через дорогу и рывки такие делает, вот, пугает. А они на машине были, с машины они снимали. Не знаю, какой канал. Вкусный чай. Так. Это ты видишь? Вот тебе. Этот пруток для тулана, чтобы возле стола не крутился. Нельзя. Но он понимает, не дурак. Все, лег. Вот и лежи там. Барлони сдан. Загрузил лодку, ребят. Сейчас пока Денис косит, я съезжу и загрузил в лодку. Короче, закинул несколько сеток с крупной ячеей. Не знаю, что-нибудь поймаю или нет. Тут недалеко озеро. Не такое большое, но давно я уже там не рыбачил, и люди не рыбачили. Надо попробовать. Может, что-нибудь поймаем на уху. Много не будем надеяться, хотя бы на уху. Караси, щуки там водятся. Ну, посмотрим, что будет. Приехали с рыбалки, закинули сетки, 4 штуки. Уйди туда. Сейчас очередное чаепитие у нас. И дальше работать. Вот смотрите, какой цвет сейчас. Похоже на вишневый уже. Ну, шоколадный цвет такой. Я уже подзабыл, какого цвета. Вишневый это, получается, цвет вишневый это брусника. Уйди, Тулан, уйди. Смородина, он шоколадного цвета. И с такими шоколадами будем пить чай. И там, когда закидывал сетки, всплески были. Были всплески. Уйди, Тулан, уйди. Похоже на карасей. Но у меня ячея большая, крупная, то есть.
Обалденный чай. Воды дофига. Чай на природе. Смородина. Дикая. Кого там увидел? Ладно. Вон он. Бездельник. Кого-то залаял тоже там, пока я сетки закидывал. Кого-то лаял на елке. Наверное, белка там была или еще кто. Погода портится, ребят. Начинается дождь. Я под навесом. Я еще под навесом пью чай. Это нехорошо, когда начинается дождь. Помешает нашим планам. У нас скошена трава. Тулан спрятался под стол. Вон он. Ну так, малооблачно, кратковременные дожди, наверное, будут. Ветерок. Пусть разгонит тучи. Блин, вкусный чай. Макаю вот сухари так, как пенсионер. Пенсионеры любят так сухари макать. А до пенсии нам еще 20 лет пахать. Лодки бегают туда-сюда. О, распогодилось. Солнце выглянуло. Так, ребят, будем грибы чистить. Такие маховики. Сверху со шляпкой грязь сколько там. Все вычищается. Также я убираю вот это. Там тоже много этих всяко разных жучков. Вот личинки их не. Так, видите? Вон они. Вот личинки. Это я тоже коричневое все убираю. И на куски режу. О, блин. Там под этими тоже черви. Это более-менее. Вот все это я выкидываю. Вон тут, смотрите, какая огромная. О, видите, что творится внутри гриба. Всегда я чищу аккуратно там. Проверяю от и до. В принципе, грибов много. Надо бы это влажной тряпкой все вычистить. Вон. Видите? Сколько грязи. Комар достают.
только ветер стихает, комары наступают. Жор у них. Вот это да. Придется помазаться, наверное. Мало что остается от большого гриба. О, Денис пошел на рыбалку. Давай, на уху. На уху что-нибудь поймаю. Вот еще, ребята, один гриб такой. Я сломал уже, но когда ломали, без ножки, даже без ничего мы брали, здесь вместо ноги там чистое было. Ну вот я перед очисткой сломал. И вот смотрите внутри. Никак людям не могу доказать, что хоть еще красивый гриб, он всегда внутри такой. Сейчас еще вот, смотрите, сколько всего там. Всегда надо проверять в лесу грибы от и до. Сломаете ножки там, проверяете, наполовинку режете. Надо проверить, потому что 80%, что люди собирают, идут вот такие грибы. Разве это можно есть? Лично мне это противно кушать. Вот это все. И ругают Олега за то, что такие грибы я выкидываю. Я не голодный, чтобы опарышей жрать. Вот этот боровик, он какой хороший. Тоже вот сломали здесь вот все чисто. А здесь уже видно, что вот столько выкидываем. Четверть гриба. Вот такой кусок остается от шляпки. Тут тоже. Красота. Ну, нет слова, он упругий, красивый. Проверим, что внутри. Здесь все чисто. Если с ногами, вообще красивая картина. Смотрим, видим. Видим, что творится внутри. Дальше идем. Гриб хороший, красивый. Все. Не осталось гриба. Вторая часть. Ну, здесь более-менее. Видим. И со мной еще спорят, что боровики с ногам берут, и все они хорошие, красивые. Всех обманывает зрителей. Не завидуйте тем, кто пол мешка собрал или вагон таких грибов. Для сдачи принимают такие грибы, принимают, можно деньги заработать. И вся Россия будет жрать вот эти черви. И даже за границу везут. Но в семью это возить. Вот из одного гриба что у меня осталось. Зато чистые продукты я ем. Натурально чистый продукт. Чищу от и до. Да, я много грибов, я не знаю.
пропускаю много грибов. Потому что я сомневаюсь. Хотя взять, если сыроежки, и то. Я не ел эти сыроежки никогда в жизни. И не съем. Чтоб сварить и съесть я не буду. При мне сварят, скушают, съедят этот гриб. Не отравятся, я буду тоже собирать и есть. А сейчас я осторожничаю, я не буду. И домой я тоже таскать не буду такие грибы. Вот эти, он называется моховик. Из этого самый вкусный, в принципе, гриб. Вкуснее белых грибов. Делает жарку такую вкусную, хоть с картошкой, хоть без картошки, суп. Этот гриб очень, очень вкусный гриб. Моховик называется. Мало когда с червями. Вот этих коричневой штучки здесь очень мало. Даже не так. Ну вот этот большой боровик крупный, чистый. Вот этот более-менее. Но суп хороший получится. Суп отлично получится. Да, это тоже нормально. Осенью, вот когда уже прохладно, холодно, собирать грибы хорошо. Ну, примерно такая картина. Вот столько отхода у меня получилось. Вот столько грибов на варку. И тут, смотрите, из грибов, что выходит, еще вылазит. Какие жучки там живут.